В Ленске заработала новая гидрологическая станция. Она должна облегчить работу оперативных служб во время прохождения паводка. Напомним, что в 2001 году в Ленске произошло крупное наводнение. Ущерб от стихии тогда составил около 6 миллиардов рублей. Олеся Васева продолжит. В новом здании пока еще пусто. В стадии сборки офисная мебель. С огромными усилиями в лабораторию, расположенном на втором этаже, сотрудники затаскивают специализированные холодильные шкафы. Не распакованы коробки с лабораторной посудой и материалами. Но коллектив производственно-лабораторного комплекса гидрологическая станция «Ленск» уже приступил к работе. Специалисты-гидрологи обрабатывают первую информацию, полученную в ходе мониторинга гидрометеорологических явлений, а также водного режима реки Лена и ее притоков. Это и есть главная задача всего комплекса – предоставление самых оперативных сведений для дальнейших прогнозов по прохождению весеннего паводка. К нашей станции прикреплено 10 постов на территории Ленского района, которые производят измерение уровня воды, толщины льда, высоты снега на льду, температуры воды, ну и снегосъемки для определения запасов воды в слое снега, чтобы потом была возможность, допустим, в Якутске в отделе гидропрогноза сделать какие-то прогнозы весеннего половодья. Подробный качественный прогноз метеорологических условий прохождения паводка, можно сказать, половина успеха его безопасного пропуска на территории района. Тем более, что именно у Ленска был печальный опыт, когда в течение нескольких дней река не отпускала город из водного плена. Не допустить повторения чрезвычайной ситуации – вот главная задача муниципальных и республиканских властей последние 14 лет. Для защиты города было построено гидрозащитное сооружение, в народе известное как дамба. Ведутся превентивные мероприятия, например, распиловка и чернение льда. И вот теперь в помощь оперативным службам и новая гидрологическая станция. Штат ее небольшой – 3 гидролога и 4 специалиста химлаборатории. Пока прогнозов нет, а материалы наблюдений с постов, эту режимную информацию мы получаем, уже и обрабатываем, данные отправляем в Якутск для дальнейшего анализа и обработки. Эффективность работы гидрологической станции можно будет проверить уже в ближайшее время. Тем более, что по предварительным прогнозам паводок в этом году, как и в прошлом, обещает быть ранним. Сама же станция официально будет открыта в начале апреля месяца.